Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! У нас сегодня урок русского языка. Буду проводить я, учитель русского языка и литературы Асенкова Шолпан Цирикуловна. Тема урока – время года. Но сегодняшний урок, ребята, мы будем проходить на платформе OPKZ. Что такое OPKZ? Ученики школы наши знают, многие, я думаю, ученики знают. Заходим на этот сайт, находим графу «Библиотека», через поиск учебника находим и выбираем 2 класс русского языка. Но вы знаете, что если вот русский язык 2 класс, вот желтый учебник – это русский язык с русским языком обучения, а вам нужен вот голубенький учебник русского языка с казахским языком обучения. Открываем нужный параграф. 7 раздел и тема «Учимся рассказывать о погоде». А сегодняшняя тема у нашего урока – время года. Так, ребята, помните, мы на прошлом уроке с вами повторили времена года. Какие мы времена года знаем? Это у нас зима, правильно, затем идет весна, лето и осень. Молодцы, ребята. Так, вспомнили? Так, выполняем следующее задание. Нужно распределить месяцы по группам. Посмотрите, первое время года у нас зима, а внизу у нас прописаны все месяцы, но они запутались. Посмотрите. Вот, апрель почему-то записан, где у нас стоит зима. Нам нужно найти первый месяц зимы, это декабрь. Находим и переносим под рисунок правильно. Вот, получился у нас декабрь, желтоқсан, январь, қаңтар, и последний месяц зимы, 3-й месяц, называется февраль, ақпан. Правильно. А вот остальные задания вот по месяцам вы должны распределить уже сами. У весны, повторяем, какие месяцы у нас? Март, апрель, май. Летние месяцы. Июнь, июль, август. И осенние месяцы сентябрь, октябрь и ноябрь. Ну, я думаю, вы легко их выполните, это задание. И не забудьте проверить свой ответ. Так, переходим теперь к второму заданию. О каком времени года текст? Вставить нужно нужные слова. Читаем внимательно. Вот пришла весна. Прилетели кто? Весной кто к нам прилетает? Правильно, птицы. Записываем птицы. Молодцы. На деревьях появились какие листики? Весной, ребятки, какие листочки появляются? Сначала набухают маленькие почки, а потом появляются зеленые листики. Правильно, молодцы. Ярко. Что делает солнце? Вспоминаем глагол. Что он делает? Что оно делает, солнце? Оно светит. Правильно. Молодцы, ребятки. Нужно задание проверить. Проверили. Молодцы. Если же кто-то ошибся, ничего страшного, нужно исправить ошибки. Все, выполняем это задание. Все, ребята, теперь нужно нам прочитать следующее задание, текст. Как у человека, так и у родных сестриц
у зимы, весны, лета и осени часто бывает разное настроение. Это настроение называется погодой. Зима любит морозную, снежную, холодную погоду. Весна – теплую, солнечную. Лето любит жаркую, облачную, грозовую погоду. Ну а осень – дождливую, пасмурную, ветреную погоду. Вот такие они разные. Ребята, рядом у нас есть словарная работа. Вы должны тоже их прочитать и запомнить. Погода, ауа-райе, прогноз, болжам, синоптик, метеоролог, метеоролог, метеорология, мамана. Жақсы. Так, хорошо, ребята. Следующее задание вы выполните его самостоятельно. То, что мы прочитали вот в текст, из текста выбираем. Значит, зима любит какую? Дождливую или морозную погоду? Вы выбираете вот так, переносите под каждым временем года. Потом затем проверяете ответ. Таким образом, вы должны выполнить задание. Если у вас какие-то ошибки, вам ОПИК поможет. Вот. Кому, если непонятно, заново зачитывает текст. Много интересного можно узнать из интернета. О погоде на завтра и на текущий месяц, для чего тебе это нужно? Вот такие вопросы можно узнать и порассуждать. Ребята, я вам всем желаю хорошего настроения, потому что пришла весна. Улыбайтесь, радуйтесь, будьте счастливы. Чтобы закрепить тему нашего сегодняшнего урока, вам нужно зайти на сайт Бельген Академия и выполнить тест, который состоит из 10 вопросов. Вот таким образом заходим на этот сайт и выполняем задание. Здесь же выполняем, здесь же автоматически проверяется. Спасибо за внимание.